Сегодня, в это воскресенье, я хотел бы на одно слово особенно обратить внимание. Это первое чтение. Мы его тоже примерно, наверное, будем читать и следующее воскресенье, когда апостолы с Марией вместе собрались в одном каком-то месте, в одной какой-то комнате и в ожидании Духа Святого. И автор Деев апостольских обращает, скажем, на одну такую мысль, может она показаться такой банальной, но на самом деле очень-очень глубокой, что вот апостолы перечисляются, какие были каждое имя, и, конечно, с Марией. И что они находились в одной мысли, в каком-то одной не просто месте физически, а в каком-то таком состоянии едином. И вот на это я хотел бы обратить внимание. К сожалению, бывает так в жизни, может, ни в коем случае не хочу задеть где-то кого-то личное чувство, семейное, когда, например, вы, дорогие родители, замечали раньше, когда вот родился ваш ребенок, и вы понимаете, что вот прошел годик, 2 годика, когда ребенок, например, должен уже говорить, должен начинать ходить, должен начинать садиться, реагировать на цвета, на какие-то звуки. К сожалению, например, этого не происходит. И тогда мама, папа начинают бить в колокола, чтобы и врача, и читать какую-то информацию разными способами, чтобы помочь. То есть мы понимаем, что идет время, но нету развития. Вот в этот период, уже полгодика, годик, 1,5, 5, что-то уже должно быть по той нормальной развитии человека, физическом, каком-то моральном, а мы замечаем, что это не происходит. И вот что-то такое может быть, к сожалению, и есть, к сожалению, в такой духовной жизни. Почему мы каждый год празднуем спасание Духа Святого, каждый год празднуем другие праздники? Но вот каждый из нас сегодня может сделать для себя такой экзамен. Прошло 5, 10, 20, 30, 40, 50 лет, как я уже в костеле, как я уже был в первой коммунии, исповеди, много-много что. В принципе, я такой религиозный, практикующий человек. А вот какого-то развития не происходит. Понятно, кто-то на это не обратит внимания, хожу в костел, молюсь и молюсь, что вы еще от меня хотите. Но я, как, например, замечаю по людях, что нет, особенно это слышно в споведи, особенно это видно, когда люди массово приходят на праздники великие, Рождества, Пасхи, в принципе, воскресенье. Как кто слушает, и потом, когда человек приходит до споведи, ты понимаешь, что человек не развивается. Вообще не развивается в понятиях греха, любви, милосердия, молитвы, Слова Божьего. К этим темам он не подходит вообще долгие свои годы. И что делать, чтобы человек сдвинулся с места? Что делать, чтобы человека сдвинуть с места? В Старом Тестаменте есть книга Иовы, в котором случилась, скажем, такая трагедия жизненная. Иногда эту книгу называют таким учебником терпения. Но даже эта книга не о терпении, не о боли, потому что Иов в одно мгновение потерял и детей своих, 10 детей у него было, они все умерли, потерял свой весь бизнес, финансовую эту такую безопасность, потерял свое здоровье, он просто умирал физически. Но в начале, в 1 главе, сам автор, как будто сам Бог пишет, что Иов был непорочен, он был праведен, он имел страх перед Богом, и он сторонился зла. Образно говоря, это был очень святой человек, живший на планете в то время, и Бог его в этом благословил. Но в это время где-то там на небе подходит сатана к Богу и говорит, что давай я дотронусь к
к Иову, к его жизни, и ты увидишь, что его сердце лицемерное. Он с тобою, и он хвалит тебя, он любит тебя, он молится к тебе, потому что у него все хорошо. А давай сделаем, что у него будет плохо, на физическом даже уровне, вот семейном, и ты увидишь, что он лицемер. Есть там вот это слово «непорочен», мы так говорим часто Богородице, что Мария непорочная, непокаянная, то есть без змаза, без даже пятнышка греха, она чистая, чистая, чистая. Это слово «непорочен» иногда переводится с древнегреческого, что человек без раздвоения, он не двойной, у него нету каких-то двойных стандартов, то есть и его мысли, и его слова, и его поведение одинаковые. Не так, что человек думает одно, говорит другое, делает третье. А еще один такой перевод этого слова – преданность своим принципам. То есть человек настолько предан, вот у него эти установки, и он им верен. Он будет до конца бороться за свою в добром значении правоту. И сатана испытывает Иова, Бог как бы говорит сатане: смотри, мой Иов, мой вот этот сын, он твердый в непорочном. То есть у него нету лицемерия. Он такой, какой он есть. Вот то, что я говорю, он непорочный, чистый, не делает зла, это правда. И сердце, и его руки одинаковые. Ну и целая проблема начинается, вот когда умерли все его дети, банкрот полный его этих денег, финансов, ну и сам Иов заболел, и приходят друзья, жена Иова и говорит: Бог тебя наказал. И вот одна проблема у Иова в том значении, что у него было представление о Боге, у него был образ Бога, что Бог – это папа верный, любящий, который никогда не оставит. А тут в жизни этот образ начинает лопаться, потому что пришли беды. И тогда появляются претензии и вопросы к Богу. Что не так? Ведь меня показали, научили с детства, и я так жил, что Бог любящий, Он не оставит, Он не сделает зла, Бог не карает. А тут Иова жизнь показывает совсем другое. Иов начинает задавать эти вопросы, он в какой-то степени начинает Бога вызывать как будто на суд. Приходят его друзья и говорят: ну ты что, кто ты такой? Как будто друзья в добром даже таком значении, они сразу становятся, типа на сторону Бога, потому что, Иов, это ты не прав. Кто ты такой, чтобы судиться с Богом? Кто ты такой, чтобы задавать вопросы к Богу? Они как бы на стороне Бога, Бог накарал, значит, ты виноват, все. Но Иова, он боялся этой такой концепции новой о Боге. Он говорит: нет, я не могу принять такую концепцию, где живу, Бог любит, Бог помогает, а потом взял и Бог накарал. Я не хочу такого Бога, мне это не сходится. И у него внутри происходит эта революция внутренняя. Он не может принять образ, что Бог карает, что Бог жесткий, что Бог жестокий, что Бог может человека оставить. У Иова это не склеивается, и он это достает наружу, он об этом говорит, он не соглашается. Он говорит: я врать не буду, я не опущу так голову и скажу: ладно, значит так надо. И он говорит: нет, я перестал понимать Бога, я не буду прятаться, я хочу задать вопросы. Это вы говорите, что Бог карает, что я где-то виноват, но я с вашим образом концепции я абсолютно не согласен. Бог, вот это то, что происходит в жизни, в сердце Иова, внутри, Бог это очень ценит. Почему? Как много нас, дорогие, есть людей мертвых. Я когда готовил эту проповедь, меня тоже Бог поставил во многих моментах правды. Я вам приведу два таких примера с истории певного человека. Вот он как раз в этой тематике поделился. В нашей жизни
в каких-то многих моментах в жизни религиозной, вот как у Иова, что-то надломалось. Это по причине сатаны, не Бога. Может, в жизни нерелигиозной, на работе, например, дома, когда мы раздвоились, вот то, что сегодня дети апостольские говорят, они были вместе, одной мысли, одна только мысль, то есть настолько они соединились, апостолы, Мария, в единстве каком-то. В нашей жизни происходит такое, когда мы иногда раздваиваемся. Нам проще в жизни, например, кто-то говорит, знаете, Прожексенза, лучше я промолчу. Мы на такой работе или дома, я не хочу доставать, потому что если это скажешь, будут последствия. Даже в семье муж что-то прячет от жены, жена что-то прячет от мужа, дети что-то скрывают от своих родителей. И ты понимаешь, когда ты это достанешь, начнешь разговаривать на эту тему, будет больно, вылезет какая-то правда. И с этим надо что-то делать. И ты понимаешь, это будет длительный период. Может даже что-то очень надломаться, а может даже вообще сломаться. Поэтому мы чаще всего выбираем форму промолчим. Промолчим, скрыем, авось прокатит. Вот таких сюжетов в нашей жизни сотни, миллионы. И в религиозной жизни, в семейной жизни, и на работе. Вот этот мужчина рассказывает, он в Америке сам живет, что в них есть такой закон, когда покупаешь машину, автомобиль из другого штата, если машина находится в твоем штате меньше 90 дней, то не платится какой-то там налог. А если машина находится уже больше 90 дней, и ты ее покупаешь, то нужно платить налог. И вот он с другом, который разбирается во всех этих машинах, продаже, купил себе автомобиль и приехали, чтобы оформлять. Но сначала они сами составляют такие документы, которые нужно подать на регистрацию и так далее. И считают одни дни, и говорится, сегодня попадает 91 день. И я, говорит, как верующий, как христианин, сижу, кручу эту ручку. Написать 89 или 91, 90 или 91. И вот это целая дилемма. Я понимаю, что я пойду против своей совести. Кто-то слушает, а мы таких подгловок в жизни куча у нас. Мы где-то что-то подпишем, где-то вот промолчим. А кажется, тут ничего страшного. Греха большого я не вижу. Ну вот, и он ломался, а вдруг его взял, говорит, что ты тут думаешь, давай напишем 89, все. Закрыли, документы собрали, иди регистрируйся. Он пришел, там сидела какая-то женщина, все папиры, все бумаги его пересмотрела, прочитала, потом собрала так все в отдельную папку, положила эту так папку всех этих документов сбоку, смотрит на него и говорит, скажите, вы машину когда купили, сегодня или вчера? И у него, говорит, у меня все вспотело, руки трясутся, в груди сердце выпрыгивает, и она так прямо смотрит мне в глаза. И он в этот момент говорит, ну, сегодня. А здесь написано, что вы купили ее там пару дней назад. То есть вы обманули. Он говорит, да. И вот в этот момент она пошла на уступки, говорит, ну, тогда придется заплатить налог, то есть без всяких там санкций. И вот, скажем, правда вскрылась. Он заплатил все как надо, все как положено, по закону. И потом он говорит, я и шел домой, просто был счастливый. У меня внутри была огромная радость, что Бог вскрыл вот это мое лицемерие. Я хотел, мелочь такая, банальная, не связана с Богом вообще, не связана с религией, а вот такая маленькое-маленькое нарушение буквы закона. Еще один сюжет тоже, он говорит, когда-то мы, говорит, с одним другом в жизни так поспорили, обиделись друг на друга из-за какой-то там темы в жизни, ну и так как бы разговаривали с ним, но не разговаривали. И вот случилось, что в жизни вот этого друга умер там брат родной,
ну и похороны. Ну вот и я уже решил поехать на эти похороны. И, конечно, и он понимал, находясь в этой трауре, проблеме, и я, когда ехал, думал, как я увижусь, как я там что-то скажу, слова вот эти, сочувствия, пережить эти похороны. Но и был как момент, как все люди там подходят, сочувствуют, обнимают, поддерживают. Ну и вот настала моя очередь подойти вот к этому моему другу. Да, говорит, ну мы обнялись, я что-то там постарался что-то сказать такое на автомате, механическое. Примите мои соболезнования и так далее, и так далее. И говорит, когда я отошел, меня, говорит, аж начало тошнить. Потому что я понимал, что в этот момент я лицемер. Меня же выкручивало, вот, что в этот момент мое духовное развитие, оно умерло. Я чувствовал себя трупом. Вот это причиняет, дорогие, ущерб моему духовному развитию. Это смерть. И в наше сердце иногда такое кладбище. В жизни апостолов наступил такой момент, где Бог их чистил, когда Иисус еще до змертвостания ходил, потом после змертвостания 40 дней на Слове Божьем, на молитве, где Он являлся. Он их единственное хотел очистить от лицемерия, чтобы они были всегда ровными. Не было каких-то двойных стандартов, не было каких-то двойных днов в их сердце, в их мышлении. Вот тогда ступит Дух Святой, когда Он будет видеть ровность твою. Таких моментов в нашей жизни сотни. Заметьте, как иногда кто из вас может, особенно на работе, или там, в магазине, вы где-нибудь находитесь, и там может человек, его там обманули, понятно, не специально, может товар какой-то неправильный продали, может неправильно обсчитали, и человек начинает злиться, там вызывать директора, администрацию, кричит, доказывает, но этому продавцу надо молчать, он весь бедный, красный, бледный, но отвечает без матов, а это там матами, я всех засужу, я всех... Вот как этому человеку, вот этому продавцу тут внутри, он совсем другой. У него там все разрывает. А наружу нужно быть красивым, ровным, не ссориться, потому что надо. В Евангелии Матфея, 12 глава, Иисус говорит, или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево плохим, и плод его плохим. Вы змеиное отродье. Это такие острые слова говорит Иисус в адрес фарисеев. Вы змеиное отродье. Мы когда читаем такой текст, Иисус как-то нежнее немножко, ты же Бог любовь. Но Иисус подчеркивает, как вы можете говорить доброе, если вы злые? Ведь что у человека на сердце, то и на языке его. Но говорю вам, что в день суда люди дадут отчет за каждое пустое слово. Что это за такое пустое слово? Это слово, которое не соответствует тому, что происходит в данный момент у меня внутри. Мы это называем иногда лицемерие, такая двойственность. Некоторые учат, главное, скажи правильно, а Бог не другое учит. Иов, он понимал в отношении с Богом, нет, я не буду становиться, что Бог каратель, что Бог меня наказал. Я не могу принять такую концепцию, образ Бога. Нет, я не хочу. А как в жизни многих из нас мы что-то проглотили. В сторону Бога у многих теперь, даже сидящих в костеле, есть внутри бунт. Но мы не скажем. Мы лучше промолчим и не будем на эту тему никогда с Богом не говорить. Ни на молитве, ни на споведи. Проглотили и проглотили. Все, раздвоение произошло. И ты потом годами ходишь в костел, ты не развиваешься. Ты просто труп. Не говоря о другие раздвоения не в религиозной жизни. Мы иногда говорим, то, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Трезвый, он контролирует, он хочет быть правильным. А пьяный душу изливает и все. И в первом послании Иоанна, Бог это свет, и в нем нет тьмы. Что это значит? Что в Бога нет двойственности, нет двойных смыслов. Бога не надо читать как-то между строк. Бог не ведет, что сказал одно, а имел в виду другое. Бог не ведет так, что что-то недосказал. Бог это свет, Он не двойственный, у Него нет двойного какого-то дна.
Иногда мы даже сами все это прекрасно понимаем, когда к нам кто-то подходит, его улыбка, его жесты, как он подает мне руку, как он меня обнимает. Мы понимаем, ну не верю, обманываешь ты теперь, нету тебе, ты наружу ты милый, добрый, внутри ты лицемер. Мы живем в обществе воспитанном, но очень лицемерном. Иоанн дальше пишет: если же мы признаем наши грехи, то Он простит нас. А если мы говорим, что не согрешили, то в нас есть тьма. Иоанн говорит, жить в свете, это не значит, что не грешить. Ты будешь грешить, ты упадешь где-то, потому что твоя натура слабая, но ты приходишь к Богу, и Он снова тебя выровняет. Ходить в свете – это не врать, это не значит быть безупречным, это называть вещи своими именами, не иметь двойственности. На этой неделе стоит где-то посидеть над этой темой и спросить себя даже в отношении к Богу, вот, к Костелу, молитв, которые есть в Костеле, понятия споведи, коммунии, Слова Божьего. Нету ли у меня тоже раздвоения? Ну, давным-давно могло десятки раз быть в сторону Бога, вот как Иова. А Иов нет, он выдержал. Я хочу Бога спросить, я хочу вызвать как будто Бога на суд, ну, чтобы он мне... Нет, потому что у меня образ Бога доброго, любящего. А как много мы таких образов, которых нам понавешивали о Боге, Костеле, и мы проглотили. Ну, промолчали, лучше я приму промолчание, и все, и у нас двойственность. А сколько у нас таких сюжетов было, вот как даже такие примеры, как я рассказал, двойных стандартов, там, где мы тоже обманули и приняли и так далее. И потом наступает заслание Духа Святого, как бы я прихожу, как бы и руки открываю перед Богом, и сердце перед Богом открываю, да кому не иду, а на меня Дух Святой не ступает. Почему? Потому что ты мертвый. Просим Духа Святого, чтобы нас так исцелял. Иоанн говорит, Бог – это свет, чтобы в каждом из нас был этот свет. Аминь.